В России изменили правила въезда для мигрантов и иностранцев. Въезжающим в страну на работу или на срок более 90 дней нужно будет сдавать отпечатки пальцев и пройти медосвидетельствование. Такие нормы содержит закон, который вступает в силу с 29 декабря. Вводимые новшества помогут навести порядок с нелегалами, предотвратят межнациональные разборки и поставят заслон новым инфекциям. Так, иностранцы, которые приехали в Россию на работу, должны будут в течение 30 дней с момента въезда пройти дактилоскопию. Прибывшим с другими целями срок сдачи отпечатков пальцев установлен до 90 дней. Как считают в Госдуме, дактилоскопическая регистрация значительно облегчает работу по выявлению преступников и лиц, причастных к террористическим организациям, чье пребывание признано нежелательным. Также по новым нормам иностранцы должны пройти медицинское освидетельствование. Сроки такие же: для работающих – 30 дней с момента въезда, для остальных – 90 дней. Проверять мигрантов будут на наличие или отсутствие факта употребления наркотических или психотропных веществ без назначения врача, а также на инфекционные заболевания, опасные для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Правила не распространяются на иностранцев, которые приехали в Россию не для трудовой деятельности, если они являются гражданами Беларуси, являются должностными лицами международных организаций и приехали в Россию для исполнения своих обязанностей, не достигли 6 лет. В документе также говорится, что в отдельных субъектах России содействие в проведении дактилоскопии территориальным органам в сфере внутренних дел должны оказывать федеральные государственные унитарные предприятия. Для проведения этих процедур дактилоскопии и фотографирования приехавшие в Россию иностранцы должны лично обратиться в территориальные органы МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию. Как отмечается, трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, подвергаются 2 процедурам один раз. Им будет выдаваться соответствующий документ о прохождении дактилоскопии. По возможности документы будут выдаваться в виде карты с электронным носителем информации, где будут храниться биометрические и персональные данные владельца. Это же касается и лиц без гражданства, которым в России выдают временные удостоверения личности.